Это же денег стоит. Сколько камера стоит? Все понял. Можно? Понеслась. Здравствуйте, уважаемые зрители, это был Ким, меня зовут Марина Ким. Мы продолжаем разговаривать с интересными людьми. Сегодня мы разговариваем с Александром Головиным, российским актером, который удивительным образом оказался в Бишкеке. Привет, Саша. Здорово. Слушай, как оказался в Бишкеке, мы уже знаем. Вчера была премьера фильма. Добро пожаловать в Кыргызстан. Очень хорошая премьера, очень такая гостеприимная. Пришло много людей, и некоторые люди даже стояли и смотрели фильм. Стоя. Да, я так раз думаю, ушли же, наверное, все-таки, что стоять? Нет, стоят. Почему? Потому что коротко и емко. Фильм очень такой, час идет, буквально. Там все заканчивается хорошо? Не будем спойлерить, в целом? Нет, надо посмотреть. Я не могу. У меня есть мое мнение. Мне кажется, что да, все хорошо закончилось. Слушай, как, значит, ты у нас появился в нашем пространстве? Время от времени смотрю в Инстаграме, то у одного, то у другого человека появляется Саша Головин, Так. который кадет. Это у вас? Да. Я думаю, может, просто приехал кататься. У нас тут приезжают в Карпол вообще-то люди. Потом смотрю, ты то в одном баре, то в клубе в каком-то. То есть человек так активно... Врешь, я один раз только в бар зашел. Видимо, они тебя в нескольких ракурсах сфотографировали и потом как-то... один раз, да, я зашел в бар здесь, в какой-то. Да, было. Сколько ты в Кыргызстане в общей сложности? 2 недели практически. Больше. Да, чуть-чуть больше. Неделя в Бишкеке и в Караколе. Вот. И первый день весны я встретил на Исыкуле в бане и окунулся прям замечательно. Попробовал ее на вкус, действительно соленая. Да, не врут. Не врут. В общем, мы потом поняли, почему ты здесь. Геликс Александр. Дорогие друзья, дорогой любимый Бишкек, здравствуйте. Хочу вам сказать, не пудрить вам мозги, потому что очень долгое представление. Вы уже хотите наверняка посмотреть кино. Не фоткаться со мной. Он завтра улетает в Кыргызстан. Твоя задача полететь за ним и сделать так, чтобы он оттуда не вернулся. Так. И ты когда соглашался принять участие в съемках фильма, который будет проходить в Кыргызстане, скажи честно, что было основным для тебя? Гонорар или все-таки интерес? Не заплатили мне здесь денег, Совсем? честно скажу. Да, это все на какой-то дружеской ноте произошло. Ты не шутишь сейчас? Нет, не Серьезно? шучу. Я всегда искренне говорю. Медиабек, режиссер, у меня с ним был опыт работы в пилотной серии, он на историческую картину снимает. И я уже понял, что он человек профессиональный, и с ним можно работать, я его слышу, и он меня слышит. И он мне как раз позвонил и сказал, что Санек, давай поддержим Кыргызстан, снимем. Денег у нас много нету, но мы готовы. У нас так обычно режиссеры говорят, да? Да. И спасибо большое, потому что я преклоняюсь перед этими людьми. Бекой, который делает это кино, сам он и актер, и продюсер, и встречает меня, и смотрит, чтобы массовка там куда-то не ходила. И там гримеру скажет указания туда, и я вижу, как он разрывается. И это дорого стоит. И... Подожди, а в российском кинематографе так и не делают, что ли, режиссеры?
продюсеры? Нет, я сейчас не сравниваю. Вот, я говорю о вас. Вот. И это достойно уважения, что человек так старается, работает, и его слышит, и у него получается, что самое главное. А что ты знала о Кыргызстане до того, как тебе сказали, давай поддержим Кыргызстан? Ничего. Вот, да. То есть вообще? Да. У меня мама из Узбекистана. Я часто ездил в Казахстан со спектаклями. И мы заезжали один день, там какой-то был. Сюда? Да, в спектакле. Я его очень плохо помню. И было интересно, что же все-таки в Кыргызстане. У вас здесь очень хорошо. Ну, я примерно, даже я могу сказать, вот логичный вопрос, что здесь тебе понравилось. Я могу сама сказать, что тебе здесь давай, понравилось. я Гостеприимство, Ашлямфу, Каракольские горы, кухня, скорее всего. Ашлямфу было лишнее. А скажи, пожалуйста, что не понравилось? Чего, скажем так, ты не ожидал и вдруг вот здесь столкнулся? Нет, я во всем вижу плюсы всегда. Не вижу плохого, не стараюсь не замечать. Вижу только хорошее. Поэтому одно могу сказать, что по приезду сюда у тебя либо душа лежит к этому месту, ну, ты себя чувствуешь комфортно, либо нет. Я скажу, что я здесь комфортно. Мне сразу душенька сказала, что здесь комфортно. И это приятно. Показатель какой-то. Хорошо, премия. А те друзья, коллеги там не говорили, там с ума сошел, в Кыргызстан, куда ты поехал вообще? Да. Что происходит? Говорили? Да, типа, ты что, в юрте будешь жить? Да. Было дело, пугались все. Ну, интересно же. Почему бы? Ты на лошадях что-нибудь такое очень аутентичное попробовал? Видел у тебя фотография с Беркутом, да? Да, много фотографий. Чего вы же говорите? Ну, мы видели в Инстаграме, что ты там прокачал. Скажи, я залезла в Википедию, естественно, ну, посмотреть там. Мы-то тебя знаем, это кадеты, сволочи, там, елки, естественно. Так. Я залезла и обалдела. У тебя там, оказывается, миллион фильмов, сериалов. Да? Да, которые здесь там, может, даже и не показывались. Есть роль, которой ты очень гордишься, и которая прошла как бы вот мимо масс? Нет, наверное. Вроде все, что выходило в массы. Сейчас замечательный фильм выйдет «Грань». Можно было бы посмотреть. Мне нравится этот фильм. И ты там Вообще, играешь? я очень люблю фильм «Сволочи», да. Режиссера его уважаю очень. Александр Рашидович Атанасянов. А есть роль, за которую тебе откровенно стыдно? Нет? Все искренне. Честно Все, скажи. да, честно, да. Я все по-честному Ну. делаю. И моя работа, она, ну, искренняя. А ты выбираешь специально такие роли, которые такие... Здравствуйте. Позитив, все классно, или тебе все равно интересно какие-то драматические, может быть, ужастик, мы от тебя дождемся, Всё или интересно. что-нибудь. Серьезные были такие, прям со слезами, чтобы... Было. У меня замечательный есть спектакль «Белок Сиблиус» Нила Саймона. Вот. Трехчасовой спектакль, где я играю Арнольда Эпштейна, вообще категорически противоположная мне личность, которого в начале спектакля... Ну, он вообще такой хрупкий человек. Вот. Ну, серьезная история, можно ее посмотреть в театре. Ты в основном служишь в театре или в основном съемки у тебя? Чего больше, если в процессе? Я все люблю. Я люблю работать. И тем более сейчас время такое трудное. Не знаю. Я недавно читала интервью Пети Федорова в «Эскваре». Так. И он сказал такую вещь, говорит, каждая роль у актера – это билет в один конец. Вот ты мне скажи, он драматизирует или правда есть в этом что-то? За него предлагаешь мне ответить? Ну, не Ну, он знаю. же как бы актера Билет сказал в один за конец. всех актеров, не только за себя. Да? Да. Нет, у каждого, мне кажется, есть система, да, Станиславского или как-то это. Ну, мне кажется, система Станиславского, она такая подходит просто массе. У каждого должна быть своя система и свое мнение. А у тебя Поэтому... какая система? Своя? Александра Головина? Система Можно, своя, да. Так сказать. А вопрос был у тебя в чем? В том, что билет в один конец или Да. вот Что твоя- значит, типа, переживать? Ты сыграл роль и потом выходишь из нее долго, да? Ты это Да, имеешь в или виду? не выходишь. Или не выходишь и просто живешь Да. этим? Нет, меня учили так, что актер должен быстро принять и отпустить.
И это считается правильным. То есть взял и сильно быстро спустил это напряжение. Наверное, лучше так. Нельзя заморачиваться. Актер, они такие личности, да, глубокие и неглубокие. Зачем себя загонять? Нет, нужно быстро все отпускать и возвращаться в мир. Вот мне помогает эта семья. Я всегда близко держусь к близким. Ну, они тебе говорят, да, эй, ты что-то Нет, заигрался? просто мы говорим, и я нахожусь в своей тарелке. То есть такие человеческие. Вот ты правда не заморачиваешься? Ты все время говоришь, нет, все нормально, позитивно, Да. я не заморачиваюсь. Да, не То есть ты заморачиваюсь. не как бы стараешься не жить глубоко или как? Почему? Я живу не глубоко. Да? Не знаю, ты мне скажи. Вот. Мне кажется, я глубоко живу. У кого из российских режиссеров ты мечтаешь сняться? Михалков. Серьезно? Ну, конечно, я его боюсь. То есть такой садомаза, да? Ну, это же легенда. Из Голливуда. Не знаю, даже Тарантино. Ну, примерно я понимаю склад твоего характера. А был в последнее время какой-нибудь фильм, который ты посмотрел, и вот можешь сказать, вот это прям зря. Вот прям зря. Зря? Да. Зря. Я такой солидарный, никого не хочу обидеть. Я вот говорю, все хорошее смотрю, ну, Но если взять Голливуд, они не увидят этого интервью и не обидятся. плохой фильм. Да. Да, даже на самом деле. Я плохих фильмов, наверное, не смотрю просто. Ну, как-то не то, что я смотрю по звездочкам, смотрю по актерам, по режиссерам и по новинкам. В принципе, все интересно. Нет, у меня нет в голове сейчас такого, чтобы я сейчас сказал, мне не понравилось. А в голове есть то, что понравилось очень сильно, и ты прям под впечатлением ходил? Много чего. Из Очень последнего. замечательный «Время первых». Сейчас Бекмаметов снял потрясающий фильм. Я впервые увидел Леонова живым, этого человека первого, который вышел в открытый космос. Это же нереально круто. И на примере он сказал, что все было гораздо жестче. И никакими Тимурами, как он сказал, очень смешно. Мне это все не показать. Зал дико засмеялся. Никакими Да. Тимурами. Да, так это было сказано. И очень хороший фильм «Время первых». Хочу его отметить. «Гранд Будапешт». В голове у меня много сейчас фильмов. «Время первых» хочу отметить. А, ты согласен с тем, «Елки что... пятый», кстати, тоже неплохое кино. Ну да, мы-то не сомневаемся. Согласен с тем, что И закончим скоро с тобой уже. сиди пока. Актерство – это не мужская профессия, часто говорят. Что скажешь? Не мужская профессия. Нет, это профессия. У тебя были варианты в жизни вообще? Я скажу, что это Сесть в профессия. офис, там, не знаю, бизнес, никогда Никогда бы не высадил в офисе. петь. Не умеешь петь, не пей. Так, ты умеешь петь, судя по всему. Скажи, пожалуйста, а ты кто по знаку зодиака? А ты? Скорпион? Я еврей? Вопрос. Козерог. Ага, то есть трудоголик. То есть козерог. Когда все останавливается и нет съемок, предложений, просто стоит жизнь, что ты делаешь? Съемки есть и предложения есть всегда, ты хочешь сказать? Да. Серьезно? Конечно. А ты считаешься там в топе молодых актеров? Нет, не знаю. Это есть какой-то, может быть, да, в интернете какая-то штука. Нет, я просто работаю, стараюсь себя занимать вещами, ну, стараться ходить куда-то, спектакли есть, работать. Мне... То есть никогда не Взрослый останавливаешься? человек, у тебя должен быть график, конечно. Ну, таких простоев бывает, 2 недели. И я радуюсь этим дням. А что тебя вытаскивает, например, если есть депрессия? Я всегда один нахожусь. Просто отделяюсь от всего народа и один сам собой. Ты что, И молча меня это сидишь успокаивает. дома? Да. Я смотрю кино, я могу и, там сам с собой поговорить. Но нахожусь один, чтобы меня никто не трогал. Тогда я успокаиваюсь. Ты помнишь самый дурацкий вопрос, который тебе задавали журналисты? Все, что ты меня спросила, это дурацкий вопрос. Ну, серьезно. Серьезно.
Ну, ты сейчас меня обижаешь же, ничего себе. Я тут стараюсь, понимаешь? Самые дурацкие, это просто, не знаю. Ну, давай придумаем с тобой. Ну, что такое может быть самым дурацким вопросом? Курьезно. Как вам у нас в Кыргызстане? Хорошо, что я этого, да? Да. Обошла этот Да. момент. Понятно. Скажи, пожалуйста, что в мироустройстве, в целом в устройстве мира, Вселенной, тебя больше всего печалит? Печалит? Я же говорю, я не печальный Ну, человек. не бывает такого. Да бывает, Ну, я это тебе же говорю. маска. А? Маска. Нет, не маска. Ну, честно, может нет. быть. Ну, правда. То есть- Значит, я не готов с тобой так серьезно разговаривать. Ну, может быть, да. Нам надо было подольше с тобой поговорить, да. Хорошо, что тебя больше всего радует в устройстве мира и мироустройства. Какие-то простые вещи, которые там на поверхности лежат. Радует. Да. Любовь, позитив и легкость. А ты счастлив? Да. Нам чего ждать от тебя? Я не хочу спрашивать про творческие планы, но очень хочется спросить, куда Мы ты идешь. замечательно сняли комедию с Гариком Скачевым «Бывает» с моими друзьями. Это черная комедия, 20-минутная. Буквально вот перед приездом мы с ребятами, Вильямир Русаков, который снимался в фильме «Сволочи», они написали текст, я сыграл главного актера, и сняли такой трэш сами. Надеюсь, что этот фильм, сейчас скоро короткий метраж выйдет, и вы посмотрите, что я могу быть и другим, и таким, и таким. То Ты там есть злой? работаем. Злой и ругаюсь матом. О-о. Хорошо, мы это обязательно посмотрим. Надеюсь, совсем скоро. Спасибо тебе. Спасибо тебе. Слушай, Ты у нас фотографируешься же в Инстаграм? Да, и извини, что я тебе сказал, что вопросы у тебя были. Ничего страшного. Я пошутил. Всем пока, до свидания.